Внедрение в республике системы 112 призвано снизить время реагирования и повысить эффективность работы экстренных оперативных служб. При этом позвонить на единый номер 112 или отправить на него СМС-сообщение можно будет в любое время суток, даже при отсутствии телефона, сим-карты или отрицательном балансе. В настоящее время система 112 функционирует на территории городских округов город Якутск и поселок Жатай. До конца 2019 года запланировано завершение создания системы 112 на территории Республики Саха-Якутия. Таким образом, все дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб и единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных районов будут подключены к системе 112. Опыт внедрения системы показывает, что одной из проблем начального этапа эксплуатации системы является большое количество ложных звонков. Также большое количество звонков абонентами сбрасываются до ответа оператора. В среднем за сутки поступает от 500 до 800 звонков. Это зависит, наверное, от праздничных дней, выходных и так далее. В рабочие дни звонков меньше. Из них большая половина или почти половина ложные вызова, то есть случайный набор номера, детская шалость, ошибочный набор номера и так далее. Но мы по инструкции, по регламенту обязаны перезванивать на эти номера и узнавать, вдруг там действительно какая-то экстренная ситуация произошла, и абонент не смог просто дозвониться до нас. Вот. На пропущенные номера тоже мы звонки перезваниваем и уточняем у абонента. За первую неделю работы системы 112 больше всего вызовов было направлено в скорую медицинскую помощь и полицию. Система позволяет отследить все вызовы и определить на карте местонахождение абонента, откуда был осуществлен звонок. Наталья Колесова, Александр Слепцов. Новый день.